Обида – это понятная и естественная эмоция человека. Все мы порой обижаемся на кого-то или обижаем сами. Много отношений разрушено из-за обиды, много человеческих судеб сломано именно этим чувством. Почему одних людей обидеть сложно, а других легко? Как показывает статистика, периодически испытывают чувство обиды все люди, просто одни менее обидчивы, а другие более. Моя проблема в том, что я обидчивый человек, меня очень легко задеть. Я люблю людей, желаю им того, чего и себе желала бы. Но когда люди несправедливо относятся ко мне, то у меня очень сильно портится настроение. Мое сердце как будто все слезами наполняется. Хочется сесть и заплакать от своей обиды. Хочу избавиться от обидчивости, потому что все больше начинаю понимать, что люди не всегда готовы понять и принять твой характер. Помогите, пожалуйста, сложно жить с таким сердцем. Жизнь – это такая вещь, такая штука, в которой каждый человек, кто редко, кто часто, сталкивается с несправедливостью по отношению к нему. И иногда бывает, случается так, что вы тоже к кому-то, человеку, проявляете несправедливость, зная или же не зная об этом. Поэтому к каждой несправедливости относиться, допускать его близко к сердцу, относиться с таким ранением не нужно. Нужно, во-первых, понять, что это все происходит по воле Всевышнего Аллаха. И нужно понимать, что если вы верующий человек, если вы мусульманин, то каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, эта проблема или же смывает ваши какие-то грехи, или же повышает вашу степень перед Всевышним Аллахом. Поэтому Всевышний Аллах тоже говорит, что бы с человеком не произошло плохое, это произошло из-за него самого, из-за его поступков, из-за его грехов. А все хорошее, что происходит с человеком, это происходит по милости Всевышнего Аллаха. Поэтому нам следует научиться каждому человеку искать проблемы в себе. Почему я такой? Почему Всевышний Аллах предписал, чтобы эта проблема коснулась меня? Что я сделал не так? Что я делаю не так в своей жизни? Что мне нужно исправить? И если человек будет задаваться вот такими вопросами и пытаться исправить себя, то в этом случае человеку будет легко переносить такие трудности, переносить обиды, переносить несправедливость, которую к нему проявляют люди. И каждый человек должен проявлять, во-первых, терпение, во-вторых, пытаться понять и того человека, кто по отношению к вам несправедливость совершает, и пытаться понять, почему именно к вам, в чем ваша вина, в чем состоит ваш грех, потому что, как сказал Всевышний Аллах, наши беды из-за наших же грехов. Прежде всего, следует различить обиду как эмоцию и обидчивость как черту характера. Обида – это одна из самых тяжелых эмоциональных состояний, которые возникают в ответ на игнорирование интересов человека, его потребностей, ожиданий, как реакция на несправедливость и так далее. Можно сказать, что обида есть разновидность аутоагрессии, то есть агрессии, направленной на самого себя. Почему? Потому что обида носит разрушительный характер, уничтожает, разъедает человека изнутри. Тем не менее, обида – это эмоция вполне понятная, естественная. Она, если она переживается, она проходит или перерабатывается какими-то другими путями. Конечно, следует отметить обиду адекватную, когда действительно есть унижение, оскорбление, игнорирование. И обида бывает придуманная, вот из той серии, что я сама придумала и сама обиделась. В то время как другой человек бывает, что даже не подозревает, что он его обидел. Обидчивость, в отличие от обиды, это уже черта характера. Это склонность человека к частым переживаниям обиды, некая готовность обидеться. Как правило, такая черта характера формируется в детстве. Она происходит тогда, когда родители не разрешают ребенку обижаться, говорят, нельзя обижаться, допустим. Когда они ребенка сравнивают с другими детьми, говорят, что другие дети лучше, а потом человек сравнивает себя с другими, и тоже оказывается, что всегда кто-то лучше него. Из этого следует два основных направления работы с этим качеством характера. С одной стороны, работать над собой, то есть принять и осознать все свои личностные стороны, в том числе и комплексы, изживать эти комплексы, ставить цели, достигать их,
работать над собственным развитием, не ожидать от людей такого же отношения к себе, как мы к ним относимся. Раз и навсегда перестать сравнивать себя с другими людьми и, конечно же, научиться прощать, отпускать обиды. Второе направление работы – это научиться взаимодействовать с людьми. Одно из главных путей здесь – умение ставить себя на место другого человека. В психологии это называется механизм отождествления. То есть почему тот другой человек так поступил? Очень часто нас обижают сами обиженные люди, у которых собственные проблемы. И часто оказывается, что если мы над этим задумаемся, что на этого человека не нужно обижаться, а наоборот, более того, нужно ему даже помочь.